أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хайякум Аллах джамиан. Сейчас мы поговорим о вопросах, которые будут задавать в могиле, и о том, какими будут ответы у верующих и у неверующих. Каким может быть наслаждение в могиле, и каким могильное мучение. Сначала послушай этот хадис, который привел Абу Дауд. Аль-Бара ибн Азиб говорит: «Однажды мы отправились вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хоронить одного человека из ансаров. Мы подошли к могиле, когда ее еще рыли. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, присел. Мы уселись вокруг него, боясь даже шелохнуться. Они молчали и не двигались, как будто бы у них были птицы на голове, из-за благоговения. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, держал в руке веточку и разгребал ею землю. Вдруг он поднял голову и сказал: «Ищите у Аллаха защиты от наказания в могиле». Он повторил это 2 или 3 раза. После этого он рассказал о положении верующего после того, как его душа вернется в могилу. К нему приходят 2 ангела. В другом хадисе говорится, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Это 2 черно-синих ангела». Некоторые ученые сказали, что они черные, черного цвета, а глаза у них синие. К нему придут 2 ангела и усадят его. Усадят, а потом скажут: «Кто твой Господь?» И он ответит: «Мой Господь Аллах». Так Всевышний Аллах поддержит его. Аллах поддерживает верующих твердым словом в мирской жизни и в последней жизни. Это поддержка от Всевышнего Аллаха. Сейчас все мы говорим «Мой Господь Аллах», но в тот момент Аллах поддержит только искреннего, правдивого верующего. И он скажет: «Мой Господь Аллах». Они скажут ему: «Какова твоя религия?» И он ответит: «Моя религия — ислам». Они спросят его: «Что за человек был послан к вам?» И он скажет: «Это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Этот верующий ответит на вопросы, и Аллах, пречист он и возвышен, поддержит его. После этого пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Что касается неверующего, то его душа вернется в его тело. К нему придут 2 ангела и усадят его. Они усадят его и скажут: «Кто твой Господь?» И он скажет: «Я не знаю». Они скажут ему: «Какова твоя религия?» И он пробормочет: «Я не знаю». Они спросят: «Что ты знаешь о человеке, который был послан к вам?» И он скажет: «Я не знаю». Верующего поддержал Всевышний Аллах, а этого человека Аллах не поддержал. Первый ответит, а второй нет. Что же произойдет с первым, а что со вторым? Какие наслаждения получит первый и какое наказание постигнет второго? Обо всем этом мы сейчас поговорим. Сейчас поговорим о том человеке, который бормотал «Я не знаю», который не смог дать ответы в своей могиле, о человеке, которого в те мгновения не поддержал Всевышний Аллах. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел Абу Дауд: «И с небес возвестит глас: он лжет, расстелите для него огненные ложа в этой узкой могиле, где он сидит в полном одиночестве. Ему расстелют огненное ложе. Да упасет нас Аллах». Также скажут: «Оденьте его в одежду из огня». Его одевают в огненную одежду. Вся его одежда — это огонь, обжигающий тело. Да убережет Аллах. Также в дополнение ко всему вышеперечисленному скажут: «Откройте для него врата в ад». Да убережет нас Аллах. Перед ним откроется дверь из огня, и к нему подступит адский жар и огненный ветер самум. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И его могила сузится». Эта могила и без
без того узкая, но она сузится еще больше. Так, что его ребра переплетутся друг с другом, одни части его тела окажутся в других, изменится местоположение ног и рук, все поменяется местами. Органы тела переплетутся друг с другом из-за узости могилы. Это твердая могила, камни и земля сузится. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: после этого к нему пошлют слепого, глухого, немого палача, держащего в руках железную кувалду. Представь, что ты один в узкой могиле, и твой враг — сильный, вооруженный человек, при этом он слепой, глухой и немой. Сколько бы ты ни просил его, сколько бы ты ни умолял, он не слышит тебя и не видит, потому что он слепо-глухонемой. И этот мужчина в могиле, или эта женщина в могиле, к нему или к ней отправит слепо-глухонемого человека с железной кувалдой. Послушай это описание. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: если бы этой кувалдой ударили гору, она бы рассыпалась в прах. То есть, если бы это была какая-то большая гора, и если бы ты захотел подняться на нее, это заняло бы у тебя несколько часов, чтобы добраться до вершины. Если бы этой кувалдой ударили по такой большой горе, она бы рассыпалась как песок. Так что тогда сказать о том, что ею ударяют слабого, жалкого, маленького человека? Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: и он побьет этой кувалдой того человека, и он издаст вопль, который услышат все твари, кроме людей и джиннов, и он превратится в прах. Все услышат его, кроме людей и джиннов, из-за того, какой силы будет удар. Я прошу Всевышнего Аллаха защитить нас от наказания в могиле. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который привел ат-Тирмизи: затем земле скажут: сомкнись вместе с ним, и эта земля сомкнется и сдавит его так, что его ребра войдут друг в друга. Он будет мучиться в ней до тех пор, пока Аллах не поднимет его с этого ложа. Он будет продолжать получать свое наказание в таком состоянии. Земля сомкнется вместе с ним, и он будет мучиться в своей могиле. Увидит дверь в ад, ему расстелют огненное ложе, у него одежда из огня. Он будет оставаться в таком состоянии, пока Всевышний Аллах не воскресит его в судный день. Годы, многие годы проходят мимо него, а он все будет пребывать в подобном состоянии, которое никто не сможет вынести. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который шейх Альбани назвал достоверным: перед ним предстанет мужчина с отвратительным ликом. Послушай это описание. У него отвратительное лицо, омерзительное одеяние и зловонный запах. Он скажет: я сообщу тебе нечто, что огорчит тебя. Представь, ему возвещают о чем-то плохом, ему возвещают о мучении, ему возвещают о гиене. Я сообщу тебе нечто, что огорчит тебя. Этот день был обещан тебе. И он, тот человек, который находится в своей могиле, скажет тому страшному человеку: а кто ты? Твое лицо словно несет в себе зло. И он ответит: я твои скверные деяния. Те плохие дела, грехи, ослушания Аллаха, которые накапливаются у раба по прошествии дней и лет, все дела окажутся с человеком в его могиле. Они придут к тебе либо в виде красивого человека, если это были хорошие деяния, либо в таком виде, в виде отвратительного, страшного человека. Это скверные деяния. Он скажет: я твои скверные деяния. Тот человек скажет: Господи, Господи, не позволяй судному часу настать. Некоторые люди проведут в мучениях этот могильный период времени, в мучениях, которые будут продолжаться вплоть до наступления судного часа. Может быть, пройдут сотни лет, или, возможно, тысячи. И все это по причине дел, которые человек совершал в этом мире. Какими бы ни были эти деяния, если в них было что-то приятное, какие-то наслаждения, удовольствия, какими бы они ни были, стоили ли они того, чтобы кто-то провел сотни и тысячи лет, десятки лет в мучениях и боли? Конечно, это того не стоило. Давайте посмотрим на некоторые из дел, которые приводят к подобным мучениям и наказаниям. Мы расскажем об этих наказаниях. Вот хадис из Сахиха Бухари. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, описал зрелище, как какой-то человек лежит на земле, другой человек стоит над ним и держит большой камень. Этот человек, который стоит, бросает камень на голову лежачего и разбивает ему голову. Голова разбита. Голова раскалывается от этого огромного камня. Камень откатывается в сторону. Стоящий человек идет за камнем, берет его и возвращается. И не успевает он вернуться, как голова лежачего заживает и становится такой же, как раньше. И он проделывает с ним то же самое, что и в первый раз. Во второй раз камень также разбивает ему голову.
И таким образом продолжается его мучение. Каждый раз ему разбивают голову. Постоянно. Это болезненное мучение. Очень сильное мучение. Кто может его вынести? Кто же этот человек? Кто тот, кто получает такое мучение? Это тот, кто учил Коран, но затем забрасывал его и просыпал обязательный намаз. Это тот, кто мог проспать обязательный намаз. Он проспал фаджр, зухр, аср, магриб, айша. Таким будет его мучение. И я прошу Аллаха наставить нас на прямой путь и сделать так, чтобы мы никогда не просыпали эти обязательные намазы. Также в этом хадисе пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул некоторые другие виды мучений. Вот печь, похожая на тандыр. В ней разожжен огонь. Огонь приходит снизу. В этой печи, как говорил пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, будут обнаженные мужчины и женщины. К ним постоянно приближается пламя снизу. И они кричат от боли. Очень сильная боль. И этот огонь и пламя все приходит и обжигает их. Кто это? Это прелюбодеи и прелюбодейки. Да упасет нас с вами Аллах от этого ужасного греха. Также пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, что видел реку крови. Представь себе, в ней плавал какой-то человек, а кто-то другой стоял на берегу. Тот, кто плавал, хотел выйти из этой реки крови. Он хочет выйти. А у человека, который стоял на берегу, было много камней. Каждый раз, как плывущий доплывает до берега, тот человек с камнями закидывает камень в рот плывущего, и тот возвращается назад и плывет по реке. И так далее. Он все время плывет и плывет, плывет и плывет. Даже если бы он плавал в обычной воде и не мог бы выйти на берег, он бы очень сильно устал. Особенно, если это длится часы, дни и годы. Кто сможет это вынести? Плыть в реке из крови. Ему в рот закидывают камень, и он глотает эти камни. Кто же этот человек? Это ростовщик. Ростовщик. Кого ждут такие наказания? Того, кто просыпает намазы. Того, кто занимается ростовщичеством и прелюбодеев. Давайте же сторониться этих дел, чтобы отдалиться от этих ужасных видов мучений, которые будут в барзахе. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Каким же будет положение верующего, когда Всевышний Аллах поддержит его, и он скажет: «Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, и мой пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». Или, если говорить точнее, каким будет мое и твое положение, если Всевышний Аллах окажет нам поддержку, и мы правильно ответим на те вопросы? Давайте представим себе, что находимся на месте этого верующего. Как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, который привел Абу Дауд, голос с небес возвестит: «Правдив мой раб, о Аллах». Затем для тебя расстелют райские красоты. Представь, в этой узкой могиле тебе расстелят рай, и перед тобой откроют врата в рай, тебя оденут в райские наряды, тебе принесут райские милости и благоухания, и твоя могила расширится для тебя до просторов, которые только может объять твой взор. Эта узкая могила будет для тебя расширена. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, который шейх Альбани назвал достоверным: «Перед тобой предстанет мужчина с прекрасным ликом, благоухающий приятным ароматом и в восхитительном одеянии. Ты спросишь его: «Кто ты?» Представь, этот человек с красивым лицом. Ты говоришь ему: «Кто ты?» Твой лик несет добро, и он ответит тебе: «Я — твои благодеяния». Это твое поклонение, это твое приближение к Всевышнему Аллаху, твое чтение Корана, твое благочестие по отношению к родителям, все праведные деяния. Сейчас твои праведные дела принесут тебе пользу в твоей могиле, и от радости ты воскликнешь: «Господи, ускорь наступление судного часа». Аллаху Акбар. Я прошу Всевышнего Аллаха даровать нам это и укрепить нас, и поддержать во время вопросов в могиле. И как сказал пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, в другом хадисе, который приводится у Ат-Тирмизи, что его могилу расширят для него и осветят. Затем он скажет, то есть ты говоришь: «Господи, верни меня к моей семье, чтобы я рассказал им об этом всем». И два эти ангела скажут тебе: «Спи спокойно». Таким будет положение того, кто поклонялся Всевышнему Аллаху и стойко придерживался религии. На следующей серии мы поговорим о трудном гласе, и Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا
لنا